Муси Вейсангур. Да, духовой один. Троинка мадерли. Сон воздуху комиссар Руссо. И повестки, не? Военкомате. Хатва весу. Не повестки аж яхат. Застать призывника дома удалось. Байсангур Мусиев спокойно выслушивает просьбу сотрудников военкомата явиться к ним и пройти медкомиссию. Служить в армии парень хочет, но пока не может из-за учебы. Так как я учусь на очной форме среднего образования, пока не получилось отслужить, как только закончу учебу, могу с уверенностью отслужить в военной комиссии. И вот как ты думаешь, вот что даст тебе армия? Ну, по крайней мере, военный билет, устроиться на работу. Подворные обходы, стартовавшие в рамках весенней призывной кампании, сотрудники Джейрасского военкомата проводят 2 раза в неделю и продолжат до конца призыва. Мы делаем оповещения и вызываем на призывные комиссии больше людей, чем мы должны их отправить, потому что мы выбираем из большего количества призывников тех, кто сам добровольно хочет служить или более подходит по своим моральным, деловым, профессиональным, психологическим качествам, по состоянию здоровья. Поэтому охватывается большее количество призывников. У нас подлежит оповещению и призыву 50 человек по всему Джейрасскому району. Из их числа мы должны отобрать наиболее достойных и отправить в войска 3 человека. Тем, кто не подходит по тем или иным критериям для службы, просят предоставить справку. Бывает, что самих призывников нет дома и повестку забирают родственники. Повестки аж яхат. Мечавы здесь важно. Я анцовец я ахитиш меги нагасан чувечи даялизги хасанс. Есть много адресов, где граждане прописаны, но не проживают. Это тоже проблема. Невозможно бывает вручить повестку. А также в некоторых местах молодые люди находятся на выезде за пределами республики. Но это со слов их родственников, родителей. Ну, мы все это отмечаем в повестках для дальнейшего руководства нашей работы, чтобы мы знали, где призывник находится, и уже как бы повторно делаем оповещение. Сотрудники военкомата исключают из списка призывников тех, у кого уже есть отсрочка. Она положена негодным по состоянию здоровья, получающим среднее и высшее образование по очной форме, по семейным обстоятельствам. Уклонение от призыва чревато неприятными последствиями. Если человек уклоняется от призыва, тем более если он отказался получать повестку, это уже административное наказание следует. А если он повторно отказывается от получения повестки и является как бы злостным нарушителем, это вплоть до уголовной статьи. Это уже он себе портит в дальнейшем всю свою как бы карьеру. Посоветовал всем призывникам, чтобы они, пока такие хорошие, приемлемые условия, чтобы они отслужили в армию, получили свой билет, получили какую-то военно-учетную специальность, которая она обязательно им пригодится в жизни. Отправить первых призывников из Ингушетии планируют 26 апреля. Молодые люди будут проходить службу в Национальной гвардии, сухопутных военно-космических и военно-воздушных войсках. Часть направит в военно-морской флот. Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля. Дана Плиева, Хамзат Халухаев, Новости 24.